принципе, я готов. Если вы готовы, можно начинать. Хорошо. Давайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами встречаемся этим летним днем, несмотря на то, что у многих уже каникулы и отпускные дни, рассматривать достаточно важную тему. Уважаемые коллеги, у нас несколько по-разному заявлена тема в формате информационного письма, и здесь на экране. И это процесс совершенно закономерный, потому что вот сегодня нам в течение не более 40 минут придется рассмотреть ряд проблем, противоречий, которые связаны с профессиональным развитием педагога, и, наверное, в том числе в образовательной организации. А собственно, формирование программы такого развития является результатом такого нашего рассмотрения. Есть необходимость к этой теме возвращаться и в новом учебном году. И я чрезвычайно надеюсь, что это уже будет проходить в рамках не вебинара, а как минимум семинаров образовательных, на которых мы сможем с вами встретиться в живом формате и выработать определенные программы, которые позволят нам разобраться в наших проблемах и двигаться в направлении профессионального развития. Итак, расскажу небольшую предысторию, которую я решила разместить на первом слайде. Итак, уважаемые коллеги, мы встречались в начале учебного года с нашими уважаемыми педагогами со стажем не более 5 лет, их называют молодыми педагогами. И как раз им были заданы те вопросы, которые вы видите на экране. Как отвечали молодые учителя, преподаватели, воспитатели, педагоги доп. Образования? На первые два вопроса, осуществляется ли в их образовательных организациях деятельность по фиксации профессиональных достижений их коллег в межаттестационный период, они затруднились ответить. То есть они говорили, либо мы не знаем, либо нет, она не осуществляется. Второй вопрос о трансляции передового педагогического опыта в школе, районе, и включены ли они в этот процесс, и что они знают о членах своего трудового коллектива. Молодые учителя, опять же, затруднились ответить. То есть были редкие только возгласы, связанные с тем, что у нас, есть такой учитель. Но при этом порадовал ответ молодых педагогов на третий вопрос: какой педагогический опыт своих коллег вы изучили и применяете. Здесь ребята вспомнили о своих наставниках. Как вы понимаете, на мероприятии, которое собирал молодых учителей из республики, были как раз те учителя, которые наставников имеют. И они могли в этой связи говорить о неком приеме, о неком опыте коммуницирования. Но, тем не менее, обратите внимание, два первых вопроса, они как минимум фиксируют наличие системы и процесса работы как в образовательной организации, так и на уровне муниципального образования. И ответ молодых педагогов, которые посещают педагогические советы, заседания методических объединений, отрицательный, о многом говорит. На следующем слайде позвольте мне обратиться к ряду противоречий, которые мы с вами наблюдаем на протяжении нескольких лет. Происходит период, когда у нас появляется такой замечательный документ, как федеральные государственные образовательные стандарты, которые коснулись сначала начального уровня образования, захватили все их, в том числе и среднее профессиональное. И, безусловно, появился такой документ для образовательных организаций, которые обучают детей с ограниченными возможностями здоровья. И здесь противоречия начались между самими требованиями к кадровым условиям и формализованным контролем за деятельностью образовательных организаций. То есть об этом несколько лет назад очень хорошо написал в своих трудах, статьях Марк Поташник. Он рассматривал противоречия между государственной итоговой аттестацией и, собственно, требованиями ФГОС.
То есть эти противоречия, этот разрыв до сих пор не был разрешен как у нас в республике, так, наверное, и за ее пределами. А вот теперь мы уже смотрим более конкретное противоречие. И оно фундаментальное, вот о нем нельзя не говорить, да, потому что лично я в качестве и эксперта Республиканской конституционной комиссии, и преподавателя, имеющего более чем 20-летний стаж работы с педагогическими работниками, могу говорить с большой уверенностью. Итак, между трудовыми действиями педагога, которые прописаны на сегодняшний день как в профессиональном стандарте, новом документе, так и, собственно, прописано в едином квалификационном справочнике должностей руководящих педагогических работников. Итак, между трудовыми действиями педагога, то есть то, что умеет делать педагог на современном этапе, и необходимостью формировать учебные действия обучающихся. Вот про учебные действия можете как угодно трактовать. Можно говорить о планируемых результатах, которые прописаны в основных общеобразовательных программах, да, и касаются каждой предметной области. Можете говорить о метапредметных, да, учебных действиях обучающихся. Учебные действия мы наблюдаем и обязаны проектировать и планировать, если обучающийся – это студент среднего профессионального образования. То есть так или иначе вот эту вот составляющую, да, и это противоречие нам не удается пока вот закрыть. И проблемы, да, и противоречия с чем-то связаны, вот они в том числе ниже расположены. Ну, давайте двигаться последовательно. Итак, между необходимостью формировать новые роли педагога, мы о новых ролях с вами узнаем откуда, да? Это происходит буквально года 3 назад, да, президентская инициатива «Национальная система учительского роста». И вслед за ним, да, вот идет несколько проектов, да, связанных с развитием учительства, с развитием наших обучающихся. То есть роли разные. Молодой педагог, да, старший педагог, наставник. Но при этом недостаточный уровень развития педагогических коллективов. То есть в некоторых случаях о наличии факта, что группа учителей, которые объединены, да, с трудовыми функциями в одной образовательной организации, группа педагогов. То есть является ли эта группа, собственно, педагогическим коллективом, решающим задачи по своему развитию. Но буквально классическая, да, кто виноват и что делать. И вот дальше, да, вот идет уже противоречие абсолютно такого управленческого толка, хотя и предыдущие относятся к их числу. Уход от традиции обучения школьных команд. У нас, между тем, в республике эта традиция была очень хорошо развита. Потому что, когда начинался, и вы прекрасно это помните, менеджмент в образовании, прекрасные проекты создавались, да, учились директора школ, вслед за ними заучи, они делали общие проекты, они достигали результатов, и, наверное, вот до сих пор многие из них вот на том наработанном опыте, то, что называется, выезжают. Мы совершенно недавно с группой экспертов с этим столкнулись. У нас несколько образовательных организаций, да, вот в данном случае специальных коррекционных школ и школ-интернатов, готовили материалы на получение, да, вот такого вот денежного подкрепления от федералов. И готовили такой продукт. Да. Продукт называется всем хорошо известным образом «Программа развития». И вы знаете, было видно, что вот когда-то, да, вот в свое время мы с вами обучились такие программы делать с определенным набором целей, задач, достаточно обобщенно сформулированных. И вот сейчас мы к этому опыту и вернулись, обратились. Но оказалось, да, что вот этот опыт 10-15-летней давности создания подобных программ, он уже серьезным образом потерял актуальность. И что самое грустное, наверное, да, вот если говорить вот об этих двух составляющих и противоречиях, что вот эти замечательные люди, да, которые делали программы развития, они чрезвычайно затруднились, да, и по сути в программах
отсутствовал анализ проблемный, да, проблемной самой образовательной организации. Писали о ситуации в России, статистику из республики приводили целиком. А вот, собственно, да, вот результаты обучения, воспитания, да, кадрового потенциала, анализ кадрового потенциала, он представлен по существу не был. Уходили в формальные сведения. И, разумеется, из этих сведений никоим образом не вытекали те цели и задачи, которые были представлены в этих замечательных программах развития. Но то, что называется, да, кое-что поправили, да, отослали эти материалы в федеральный центр, но тем не менее, уважаемые коллеги, это доказывает следующий факт. Разучились. Не понимаем значимость и важность, да, такого проблемного анализа. А если сами не понимаем, как управленцы, навряд ли сможем убедить и объяснить педагогическим работникам, а зачем им анализировать результаты обучения детей? А зачем им анализировать все то, что написано выше? Какие-то учебные действия обучающихся, какие-то их мотивы. Ну и, соответственно, получается, что ряд образовательных организаций уходит от своих уставных целей. Да, нет, на бумаге мы на сегодняшний день все выглядим достаточно хорошо и замечательно, но вот по факту, когда сталкиваемся, да, друг с другом, то оказывается, вот проблема это есть. Поэтому я еще раз обращаюсь, да, к проблеме, связанной с обучением школьных команд, которая решает целый ряд задач и всем не помешает, да, все-таки вернуться к тому, какие эффекты дает подобная рефлексия. А вот теперь идет вот целый ряд, да, перечень противоречий, который будет начинаться со слов между компетенциями профессиональных стандартов, извините меня за такое сокращение, и вот сейчас идет списком, да, мы должны определенные компетенции иметь у наших педагогов, где бы они ни работали, но при этом вот есть противоречия, которые нас к этим вот компетенциям не приводят. Итак, стереотипными представлениями педколлективов, администрации о профессиональном развитии педагога и об аттестации. Вот здесь тоже стоит остановиться, потому что не так давно встречалась я и мои коллеги с группой руководителей, это были директора и заместители директоров наших общеобразовательных организаций разного, опять же, уровня образования, где задавался вопрос: скажите, коллеги, а вы какие еще задачи аттестации знаете, кроме вот того, что зарплату можно дифференцированно выплачивать? Аудитория, да, свыше 40 человек дружно расхохоталась, потому что, ну, искренне действительно и не заглядывали туда. То есть одна составляющая. Поэтому я сегодня себе позволю вам показать, да, слайд, где задачи, собственно, аттестации представлены. Вот. И профессиональное развитие педагога, да, вот, собственно, наш стереотип. Это что такое? Аттестация – это профессиональное развитие, она как-то связана, это процесс, результат, вот как к этому относиться? То есть стереотипное представление до сих пор, к сожалению, звучит так. Коллеги, да, я много лет работаю в школе, я там заслужил определенную категорию. Или давайте не будем меня, да, чему-то там обучать, я уже все для себя решил, да, я уже все для себя делал. Чем чаще, уважаемые управленцы, звучат такие фразы в ваших коллективах, тем больше это, к сожалению, свидетельствует о процессе стагнации, застоя. И никому от этого не хорошо. И прежде всего, да, вот наша ответственность перед детьми, да, перед нашими будущими выпускниками здесь особенно велика. То есть педагог, который в определенной роли себя замораживает, останавливает, не дает себе права движения вперед, не дает себе права сомневаться, но, к сожалению, вот это уже педагог со знаком вопроса. И вот теперь, да, вот, уважаемые коллеги, на что бы я еще хотела обратить внимание, так как вот следующая составляющая между компетенциями и вот, да, тем, что написано ниже, оно связано вот еще с чем. Уважаемая администрация, да, уважаемые руководители, заместители руководителей,
Невозможно каким-то образом обмануть педагогов. Они очень чувствительны, они обладают здравым смыслом. Если вы сами, лично вы сами, не заинтересованы в профессиональном развитии своих педагогов, да, безусловно, у вас очень много, да, проблем, очень много вопросов вы решаете. Но если вот это не стоит приоритетом, да, вот в вашей работе, то, к сожалению, ничего не произойдет. Педагоги к этому очень чувствительны, они поймут, что нужно сдать определенные отчеты, а потом уже мы, наверное, при аттестации сталкиваемся, что у них это не просили, им это не надо, они не понимают, зачем нужно что-либо анализировать по результатам, предположим, обученности школьников, да, на том или ином этапе развития. То есть, еще раз, учителя чрезвычайно, да, это как и все педработники, чувствительны к тому, заинтересована администрация в их профессиональном развитии или нет. И они будут делать только то, что на самом деле требует руководитель. Кстати, в данном случае я процитировала слова одного из заучей, да, вот Сыктывкарской школы. Была ситуация, когда она была вынуждена ее прокомментировать в таком ключе. Дальше очевидные моменты, которые вытекают из вышесказанного. Уровнем методической деятельности образовательной организации, если она есть вообще. Особенностями мотивации педагогов, то есть, естественно, если мы на протяжении многих лет не обращаем внимания на их профессиональное развитие, не включаем их в обязательную составляющую, прописанную в их должностных обязанностях, как то методическая деятельность, разработка обоснования программ, да, анализ уроков, их совершенствование, то, соответственно, мотивация у педагога, как у любого другого человека, не включенного вот в такую систему, в такой процесс, начинает потихоньку угасать. Да, и смещается совершенно на иные факторы. Кстати, чем меньше мотивация, связанная с профессиональным развитием, тем больше у наших уважаемых, да, членов общества, да и, собственно, у педагогов будет развиваться мотивация материального порядка. Тут ничего не поделаешь, да, это закономерность, она психическая. И, разумеется, если мы не развиваем мотивы высшего порядка, тут же побеждают, и они оказываются побеждены мотивами низшего порядка. Ну и, как мы понимаем, вот еще фактор, да, совершенно очевидный, мы все, к сожалению, его отследили, это между компетенциями, да, и компетентностями, которые необходимо формировать, и, собственно, невозможностью такого формирования при преобладании дистанционных форм повышения квалификации. Давайте попробуем, хотя, конечно, вебинар не тот формат, да, где можно строить столь откровенный разговор, но, тем не менее, давайте попробуем предположить, да, вот для кого, собственно, предназначены дистанционные формы повышения квалификации. То есть мой опыт говорит о следующем. Очень хорошо, если, да, вот начинающему педагогу нужно сначала начитать о каком-то проблемном поле, ему нужно в этом разобраться, да, вот создать представление о неких понятиях и процессах, а потом где-то очно встретиться со своими же коллегами и это обсудить. То есть для начинающего педагога. Ну и следующая версия. Для продвинутого педагога, да, который настолько уже самостоятелен, самодостаточен, который хочет, да, вот в узких направлениях продвигаться сам, для него это тоже очень интересный подходящий момент. Ну и какие-то вот локальные темы, да, которых очень много, да, не всегда есть возможность на них выезжать в очном формате. Это тоже, да, действительно очень интересный момент, он подходит, да, выполнение отдельных заданий. Но вопрос-то у нас стоит, и мы можем вернуться, да, вот к первым противоречиям, с которых начинается данный слайд, что у нас проблема стоит системного порядка. Да, мы никак не можем освоить трудовые действия, которые требует ФГОС. Да, то есть в полной мере это не происходит. То есть, соответственно, нам необходимо, да, очень серьезное с погружением общение в профессиональной среде. Причем условием успешности этого общения может быть фактор, который также, да, здесь представлен. Обучение школьных команд. Да, вот если
педагог обучился, его поддержали на уровне образовательной организации, то, соответственно, и результативность будет. Да, мы не можем с вами, уважаемые коллеги, за 18-20 часов решить какие-то серьезные проблемы. Этот процесс длительный, пролонгированный и требует определенных усилий. Вот. Итак, уважаемые коллеги, как вы понимаете, да, я в том числе, да, вот буду преломлять то, о чем мы говорим, вот те противоречия, да, вот те составляющие, о которых мы говорим, через и процесс аттестации. Я фиксирую, да, мы говорим о процессе аттестации. Он обусловлен рядом критериев, да, рядом документов, среди них появляются профессиональные стандарты, которые по мере, да, вот их внедрения будут заменять квалификационные характеристики, единый квалификационный справочник. А вот теперь то, о чем я обещала, напоминание, связанное с задачами проведения аттестации. Итак, уважаемые коллеги, хочу вам напомнить, что когда идет аттестация, а ее делят на обязательную, да, и на добровольную, так вот, обязательная аттестация на соответствие занимаемой должности, то она тоже решает вот эти задачи, которые перед вами сейчас на слайде. То есть мы должны стимулировать целенаправленно, непрерывно повышение уровня квалификации, мы должны определять такую необходимость, мы должны делать деятельность более эффективной. Ну и опять же вот эти требования ФГОС. То есть, вот обратите внимание, о чем говорили наши коллеги, которые приезжали на семинар по подготовке к проверке управления по контролю и надзору. Итак, когда смотрят, да, вот документы, связанные, да, с аттестацией на СЗД, то там, достаточно скудный набор документов, они формализованные. Да, график, с ним ознакомили, да, есть уведомление, да, тоже такая разновидность на СЗД педработника. Там есть представление от работодателя. И вот возникает вопрос, да, и ко всем были такого рода замечания, вы это письмо нормативное получили, что нельзя, да, устраивать какие-то квалификационные испытания. Это противоречит аттестации на СЗД. И очень у многих сложилось такое ложное, на мой взгляд, представление о том, что же это такое. Что это просто формальный набор документов и процедура, опять же, формальная, которая должна быть в организации проведена. Вот все не совсем так, уважаемые коллеги. Потому что аттестация на соответствие занимаемой должности также призвана оценить профессиональную деятельность педагогического работника. То есть, мы опять смотрим на задачи, она также призвана оценить профессиональную деятельность педагогического работника. То есть, эта деятельность состоит из разных составляющих. Как минимум, да, вы проводите учебные или воспитательные занятия, да, как минимум вы проводите внеурочные или внеаудиторные занятия. И вы занимаетесь методической деятельностью, методическим развитием и даже участием в профессиональных конкурсах. То есть все это также может стать предметом оценки аттестационной комиссии, которая работает в образовательной организации. И, соответственно, вот эти пункты, они также должны быть зафиксированы в представлении от работодателя, которая предъявляется в внутреннюю комиссию аттестационную. И, естественно, да, возникает вопрос тогда у проверяющих со стороны контроля и надзора. А вот у вас этот учитель, вот почему это делал, да, или педагог? А вот это вот он где участвовал? А каким локальным актом внутри организации это определено? То есть, соответственно, да, когда этот процесс продолжит свое развитие, и мы, да, начнем уже более активно внедрять профессиональные стандарты, с более чем, да, высокой вероятностью мы столкнемся с тем, что комиссия, да, выдвинутая управлением по контролю и надзору, будет проверять ваши документы, ваши локальные акты, сопровождающие методическую сторону деятельности образовательной организации. То есть то, как, собственно, вы, да, делаете деятельность педагога, его педагогическую деятельность эффективной.
Да, какие условия вы для этого в организации создаете. То есть, к сожалению, да, вот, коллеги, сейчас я не могу обратиться за такой же живой обратной связью, но еще раз, да, в организации должна вестись методическая работа, должны фиксироваться мероприятия методического плана, да, должны быть приложения к протоколам заседаний определенных, да, вот, общественных, да, официальных органов управления. И естественным образом потом это на протяжении вот того самого межаттестационного периода должно складываться в представление, да, вот такую развернутую характеристику деловых качеств педагогического работника, который аттестуется всего лишь на соответствие занимаемой должности. И тогда возникает вопрос, да, вот откуда берутся критерии, да, вот как они появляются, а все так же, да, уважаемые коллеги, они появляются. Когда мы создавали в свое время с вашим активным участием модели аттестации педработников, то туда в оценочную шкалу, чуть позднее я это покажу, был заложен так называемый 1 балл. Так вот, те, кто действительно честно относятся, да, вот к оценке профессиональной деятельности, я пролистаю сейчас, покажу, вот, могут обратить внимание, да, на то, что вы это видели и читали. Вот посмотрите, да, 1 балл отписано в оценочной шкале по каждой модели аттестационного портфолио, что необходимо для того, чтобы оценить соответствие занимаемой должности. То есть по существу здесь нет необходимости изобретать велосипед. Здесь в шкале представлена некая преемственность. Да? Педагог молодой аттестовался на соответствие занимаемой должности, потом он имеет возможность, да, накапливать свой опыт, да, его транслировать, его обобщать, его анализировать с тем, чтобы аттестовываться на квалификационные категории. Вот, поэтому вот эта составляющая, она заложена в систему республиканской аттестации изначально, и никакого стресса здесь вот для организаций, которые изначально управленчески грамотно подошли к этому процессу, быть не может и не могло, потому что фактически в течение 15-16 года мы с вами уже имели возможность, да, увидеть практически все основные, по всем основным должностям педагогическим модели портфолио. Итак, сейчас я обращусь, да, вот к тому, что мы называли национальная система учительского роста. Это инициатива, там еще несколько, да, есть проектов, но тем не менее, да, вот в режиме вебинара не буду вас перегружать, тем более недавно, да, вот на подобную тематику проходило мероприятие у нас. И вот теперь, пожалуйста, обратите внимание, да, что звучит в задачах новой аттестации. Да? То есть, опять же, соответствие стандартам, опять же, оплата, опять же, анализ результатов аттестационных процедур, рекомендаций по устраиванию траектории совершенствования квалификации учителей. То есть новая аттестация буквально уже конкретно будет с 2020 года, мы ожидаем определенные изменения, вы это помните, в 2020 году, конкретно, да, прописывать педагогам, какие курсы им необходимо пройти. Вот. Будут разновидности аттестации, в том числе возможны аттестации при приеме на работу, да, так называемая первичная. Проведение аттестации будет включать, да, вот, оценку разных компетенций. Вот смотрите, оценку уровня квалификации с использованием единой информационной системы или еще называют единых федеральных оценочных материалов, которые вот по 3 направлениям: методические компетенции, психолого-педагогические, коммуникативные, а в том числе еще называют предметные, оценят, да, деятельность педагога. И я, опять же, не случайно вам эти вещи напоминаю, да, потому что на сегодняшний день они становятся вот такими смысловыми линиями организации, да, методической деятельности в образовательной организации. Это раз.
и, соответственно, простраивание тех программ развития профессиональной компетенции педработников организации и направление выявления вот тех же самых профессиональных дефицитов. То есть мы должны оценить 1, 2, 3, 4 с тем, чтобы рекомендовать педагогам их такое индивидуальное персонифицированное продвижение. Мы соотносим, да, что сходство, безусловно, сохраняется, да, с тем, как оценивается сейчас, да, деятельность педагогических работников. И я опять же напоминаю, что мы себе позволили на определенном этапе соотнести. Перед вами слайд, да, где названы те самые компетенции педагога, которые будут измеряться в новой аттестации в 2020 году, и выведена нумерация показателей модели портфолио учитель. Мы брали его как системообразующий для иных моделей портфолио, и вот буквально вот нумерация, да, вот все критерии, так или иначе, они вот сюда выстраиваются, да, так или иначе. У нас на сегодняшний день уже есть возможность оценивать компетенции, да, человека, который аттестуется. С тем больше сожалением, да, если возвращаться к тем противоречиям, которые мы обозначили, вот на сегодняшний день приходится констатировать, что в образовательных организациях до сих пор есть масса людей, масса педагогов, которые и представления об этом не имеют. Да, потому что вот приходят непосредственно и к нам на консультации, и в наши структуры в институте на консультации люди, которые не видели этих документов, да, поэтому, безусловно, вот с чего начать, да, если мы говорим о программах развития профессиональной компетентности в образовательных организациях, коллеги, да, давайте почитаем должностные инструкции, почитаем профессиональный стандарт, обратимся, да, к тому, что под собой подразумевают компетенции и как они измеряются уже на сегодняшний день в сегодняшней аттестации. То есть вот такие вот вещи для большинства, например, приходящих в центр аттестации, ну вот являются настоящим откровением. Это печально, да, потому что в этой модели мы с вами живем уже 5-й год. Итак, мы с вами, да, можем еще раз обратиться к тому, чтобы соотнести трудовые действия, да, которые получили отражение в моделях аттестации по разным должностям. То есть перед вами сейчас на слайде перечень трудовых действий, которые уже взяты из профессиональных стандартов. И вот здесь я хочу вам привести еще один очень интересный пример, с которым мы столкнулись. Вот получилось, что столкнулась я и ряд вот очень таких серьезных, глубоких, да, с большим стажем учителей, заучей на международном семинаре по эффективной школе, который проходил в этом году в мае в Институте развития образования. Ну, приезжали, как вы знаете, наши коллеги из Соединенных Штатов Америки, показывали свой опыт. Но здесь я говорю несколько об иной составляющей. Был мастер-класс по профессиональной диагностике. Да, по профессиональной диагностике вот, деятельности учителя, да, педагога. И мы собрались в аудитории, и действительно в аудиторию пришли очень маститые, очень серьезные эксперты, да, из числа учительства. И вот с чем мы столкнулись. Мы для проблематизации отсмотрели некоторый фрагмент учебного занятия. Потом мы взяли критерии, да, взяли критерии достаточно объективно, буквально из того, что называется предложено федералами для оценки современного конкурса «Учитель года». И было предложено нашим вот уважаемым участникам мастер-класса вот по этим критериям оценку деятельности учителя, да, из фрагмента, из видеофрагмента оценить. Поставить баллы и вывести этого учителя на какой-то уровень ни у кого не составило труда. Но в этом мастер-классе стояла еще одна задача. Уважаемые участники должны были, да, прокомментировать, почему они такую оценку сделали, и оценить себя как комментаторов такой оценки.
И вот здесь вот очень интересно началось, да, потому что, ну, скажем, оценили из 5 баллов себя, наверное, балла на 3, да, это очень опытные, как я уже сказала, эксперты, потому что, по сути, затруднились объяснить, что, за что и почему такая вот оценка была поставлена. Поэтому, уважаемые коллеги, вот сейчас перед нами, да, вот находится слайд с трудовыми действиями, которые, да, отражены в профстандарте, на который вы тоже должны сориентироваться. При аттестации и на соответствие занимаемой должности, при подготовке собственной аттестации, при подготовке своих коллег, при простраивании методической работы образовательной организации. Так вот, да, вот, уважаемые коллеги, если вы способны просто поставить некие баллы, вам кажется, что там что-то происходит, да, на этом учебном занятии, а вот потом объяснить вы себе, что вы оценивали и почему вы это оценили на таком уровне, вы не можете, то, уважаемые коллеги, это тоже означает, да, что наступил замечательный момент в нашей профессиональной жизни, когда пора, да, вот такие профессиональные дефициты свои выявлять, называть, да, как в технологии деятельностного метода зафиксировали, обозначили и поставили цель. А эта цель, безусловно, сводится к тому, что нам на протяжении, да, вот всей нашей профессиональной карьеры необходимо квалификацию повышать. То есть этого на сегодняшний день, да, чрезвычайно не хватает. И так как выборка у нас была более чем серьезная, да, на которой проводился этот мастер-класс, это как минимум, да, доказывает, да, тенденцию, связанную с тем, что, да, 80%, даже самых опытных и серьезных из нас, да, должны вот к обучению, в том числе очному, обратиться. Потому что если вот мы вернемся к противоречию между трудовыми действиями, которые мы должны совершать, и формируемыми учебными действиями детей, вот в дистанте такой модуль наиболее сложно выполняют наши уважаемые учителя. Они действительно затрудняются без обсуждения с преподавателем, да, такие вещи спроектировать, да, ребенка на определенные действия натолкнуть, подвести, простимулировать, замотивировать. И что мы в результате имеем? Да, что мы, по сути, да, проглатываем этапы, да, в деятельностных технологиях и до сих пор их не вполне осваиваем. А здесь серьезные вещи обозначены. Да? Формирование мотивации к обучению до сих пор у нас тоже является такой притчей во языцах. Вот. Ну и мы двигаемся дальше. Да? И здесь я то, что называется, вам в качестве напоминания пролистаю, да, что на сегодняшний день и из профстандарта, и из национальной системы учительского роста у нас в портфолио есть, да, вот, определенные показатели, которые позволяют измерять необходимые компетентности самого педагогического работника. Поэтому, да, уважаемые коллеги, для вас по-прежнему может являться, да, система оценки, которая заложена в наше портфолио, средством профессионального развития и, собственно, средством оценки, да, вот той деятельности методической, которая разворачивается в вашей образовательной организации. Мы опять пришли к оценочной шкале, мы опять можем увидеть, что в ваших силах при формировании программ профессионального развития членов своего педагогического коллектива, соблюдать так называемую, да, преемственность в развитии членов педагогического коллектива и вести их, да, вот простраивать их такие траектории развития от соответствия занимаемой должности к высшей квалификационной категории. Итак, каким образом тут могут распределяться роли? Обратите внимание, да, уважаемые коллеги, что мы сейчас видим консолидирующую роль системы оценивания, с которой, собственно, и должна начинаться разработка программы развития, да, профессиональных компетенций наших педагогов. И вот здесь вот роли очень интересно, да, распределяются. То есть система единая, она есть, мы о ней договорились. Вот. И вот единство системы как раз позволяет всем, да, и обучаться
да, повышать свою квалификацию и оценивать себя и друг друга вот с этих позиций. То есть смотрите, что может каждый субъект. Да, он может планировать свое развитие в межаттестационный период достаточно самостоятельно, без ваших подсказок. То есть в качестве эксперта этот же педагог, да, если он себя оценивает, он будет опираться на характеристики, да, вот тех направлений своего труда, которые нужно совершенствовать и выявлять свои затруднения. Ну и, соответственно, работодатель, да, может совершенно объективно, да, без вот таких субъективных пристрастий и личностных, да, каких-то предпочтений относиться к членам педагогического коллектива и выстраивать работу по развитию своих педагогов. Я, наверное, сейчас не буду подробно останавливаться на нашей модели аттестации. У меня ощущение, да, что об этом говорилось чрезвычайно много. В паре тезисов напомню. На сегодняшний день аттестация у нас продолжает, процедура аттестации продолжает решать задачу методической поддержки педагога в аттестационный период. И здесь следует сказать следующее. У нас около 40% поступающих портфолио и в том числе документов, которые сопровождают аттестационный экзамен, подвергаются доработке. Ну, то есть, что это означает? Это означает, что экспертная группа дала этим материалам отрицательную оценку, но мы не включаем педагога в отрицательный приказ, ему пишутся рекомендации по доработке, по корректировке, да, и даже не материалов, а по существу профессиональной деятельности, он имеет возможность, да, на протяжении достаточно длительного периода, ну, то есть как он сам решит, такую доработку осуществить. Да, и, как правило, да, педагоги у нас все-таки аттестуются. На конец учебного года, да, вот по первичной нашей оценке у нас аттестовалось порядка 91% педагога из тех, кто заявился на аттестацию. Уважаемые коллеги, учитывая, что вот из всех заявленных 40% осуществляют доработку, это очень много. Это гигантская работа экспертных групп и уж, извините за нескромность, центра аттестации. Но, безусловно, как я уже говорила, риск всегда существует. Если количество, да, материала будет увеличиваться, то, соответственно, у нас будут трудности вот с такими комментариями, с такой помощью нашим коллегам. Итак, пока, да, как я сказала, такая поддержка осуществляется, но очевидно, что она не должна, да, вот, опираться только на наши усилия. Вот смотрите, навскидку, да, вот можно пройти по некоторым категориям педработников. Если брать уровень дошкольного образования, одно из самых простых портфолио, но тем не менее, да, там фиксируются продукты профессиональной деятельности, которые для того, чтобы аттестоваться на категорию, должны быть в достаточно идеальном состоянии. И учитывая, да, самый простой вариант портфолио, требования экспертов достаточно объективны. Учительство, да, вот наша самая многочисленная категория учителей, да, сталкиваясь тоже с доработками, но все-таки вот мне бы хотелось зафиксировать положительный момент, который произошел в этом году. Сталкиваясь с доработками, тем не менее мы повысили компетентность учителя в оценке планируемых результатов на основе ВПР, ГИА, промежуточной аттестации. То есть педагоги действительно на сегодняшний день стремятся, да, зафиксировать проблемы, да, в освоении детьми образовательные программы и связать с ними уже вот, да, все остальные свои действия. Это, безусловно, коллеги, радует. То есть есть вот момент, который сдвинулся, да, и который мы на сегодняшний день продолжаем развивать. Очень неплохо здесь двигаются молодые педагоги, да, если брать вот такой вот возрастной ценз. Хотя нужно отдать должное и стажистам тоже. Да, вот если говорить об учителях, эта составляющая, она
сдвинулась, да, вот с так называемой мертвой точки. Уже большинство учителей аттестующихся понимают, зачем они, да, анализируют результаты не только с позиции отметки, да, представила, а с позиции формируемых, да, у детей умений. Да, и это все действительно очень неплохо. По-прежнему остаются проблемы, связанные с проектированием учебного занятия. Да, до сих пор, да, есть проблемы с проектированием учебных действий детей. Да, и вот эти моменты, они так или иначе на следующих слайдах представлены. Вот сейчас я так вот открою вам, да, вот эти составляющие. Вот. И я бы сказала, что достаточно еще формальным остается у нас критерий 4. Да. Мы говорили, что мы будем постепенно, да, вот, усиливать требования к педагогам. И в критерии 4 до сих пор фиксируется, что педагог, ну дай бог, где-то вот выступает, я не говорю о каждом, да, вот тенденция сохраняется, выступает и что-то публикует именно к факту, да, вот что нужно аттестовываться. Да, вот так, чтобы обобщать, обсуждать с коллегами вопросы, да, связанные с овладением методик, технологий, приемов, повышения в целом эффективности педдеятельности. С этим дело обстоит не очень хорошо. Но при этом я понимаю, что меня сейчас большей частью, да, слушают управленцы, но при этом давайте опять же, коллеги, зададимся вопросом. Если педагоги в эту деятельность не включились, может быть, все-таки их в нее не особенно-то включали. Вот. Поэтому вопрос вот остается и подвисает в воздухе, но тем не менее, если педагог, а у нас снизилась способность анализировать учебное занятие и не развивается в достаточной мере способность целеполагать, да, вот строить задачи, они, как у управленцев, а я приводила пример, да, вот программ развития специальных коррекционных школ, и у самих педагогов, они носят крайне обобщенный, размытый характер. Да? Ну, вот взял буквально из стандарта, переписал за целый, да, уровень образования, и все, вот на том завершили. А какие будут результаты у детей, что изменится, да, нет, с этим вот до сих пор все весьма проблемно. Ну и, как я сказала, технологии деятельностные, да, проглатываем, не до конца понимаем, и это опять же свидетельствует о том, что команды не обучаются, целостного представления о том, что это такое в республике, не формируется. Итак, да, уважаемые коллеги, это вот то, что вот касается учительства. То же самое можно добавить вот в некоторой части и для преподавателей, мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования. Но вот здесь еще есть одна типичная проблема, и тоже вот внимание управленцы. У нас проходят, да, лицензирование, другие формы, да, вот контроля государственного организации. Везде в программах есть обращение, посыл к формированию общих и профессиональных компетенций, да, ваших выпускников, уважаемые коллеги. Но в материалах педагогов далеко, да, пока минимального количества только образовательных организаций СПО, мы фиксируем, да, что вот эта нацеленность на профессиональные общие компетенции ПК и ОК присутствует. Некоторые педагоги, когда им приходят материалы на доработку, вообще искренне изумляются, да, что вот это требуется. То есть вот эта вот ситуация, она имеет место быть. И еще один такой вот момент по СПО. Уважаемые коллеги, все-таки с муниципалитетами мы работаем достаточно серьезно и плотно. Вот. И я обязательно посмотрю, да, кто к тому подключался и были ли представители среднего профессионального образования. То есть с вами мы встречаемся гораздо реже. Так вот, приходят ваши коллеги и формируют у нас очень четкое представление о следующем, что люди, которые сопровождают аттестацию в организациях СПО, они опираются на очень простые вещи. Они, надо отдать им должное, это очень такие бдительные, вдумчивые люди, они читают рекомендации экспертных групп на одного своего педагога, на другого своего педагога, и из этого пытаются сложить картинку, что требуется при аттестации.
Уважаемые коллеги, есть более эффективный путь, и более объективный путь, и более системный путь. Да? Все-таки, наверное, встретиться. Да? Есть разные способы для того, чтобы мы обменялись, да, требованиями, впечатлениями, да, и тем, что должно быть в аттестационных материалах ваших коллег. Поэтому предлагаю, да, все-таки к такому диалогу и предлагаю вам находить возможность нас приглашать, да, вот для того, чтобы этот вопрос был разрешен. Потому что на реплику, да, молодого педагога о том, что его, да, вот наставник, замдиректора теперь не знает, что сделать после того, как ей пришли такие замечания, и не знает, что предлагать своим педагогам, но все-таки бы хотелось посоветовать такому, да, вот члену администрации все-таки обращаться непосредственно в центр аттестации, да, и выяснять, как и обстоит дело. Вот, поэтому этот вопрос тоже достаточно важный. Что касается вот следующей такой серьезной группы, это специальные коррекционные школы, детские дома. Ну, вот пример, да, того, о чем шла речь, по вашей группе был приведен выше. То есть на сегодняшний день действительно с большим трудом наши уважаемые учителя и воспитатели аттестуются на высшую категорию, да, и вы все для себя эту проблему отметили. Но, как мы выяснили из анализа проблем развития, по сути, такая же проблема есть и у управленцев. Да? Неполное понимание, да, и недостаточное осознание значимости анализа, да, качественного, хорошего анализа результатов обучения и воспитания ваших, да, воспитанников. То есть вот эта вот составляющая, она проваливается, да, мы уходим в общие фразы и слова, и, как правило, да, вот видны, вот, ну, как вот уже говорила, да, я для ваших категорий, что мы видим, как работает организация, что проводятся такие-то диагностики, но в портфолио мы потом видим только количественные результаты этих диагностик. Из этого не следуют никакие выводы, не выделяются никакие проблемы. И в результате нет того, что требует аттестация. Личный вклад в качество образования каждого педработника. Он не представлен в аттестационных портфолио. И по-хорошему, да, это соответствует занимаемой должности. Но, тем не менее, да, у нас большинство педагогов даже при таком положении дел проходит на первую категорию. А выше здесь, как мы сказали, уже, к сожалению, речи не идет. Вот. То есть я вот назвала, да, вот такие крупные категории, да, дошкольники, среднее профессиональное образование, это, да, огромная группа наша, да, учителя и, собственно, да, педработники специальных коррекционных школ и детских домов, да, школ-интернатов. То есть наиболее, да, вот, извините, еще педагоги дополнительного образования, уважаемые коллеги, но очень лаконично. Анализ экспертиз, да, и, соответственно, вот такой вот диагностики профессиональной компетентности, которую мы все стремимся развивать, свидетельствует примерно о следующем, да, о том, что педагоги, да, вот стремятся научиться, так как это средство отчетности, писать дополнительные образовательные программы, но не вполне в них разбираются. А вот в какой плоскости лежит причина? Причина лежит вот в следующей плоскости. Педагог доп. Образования – это совершенно особая тоже категория педагогов. Да? Ему нужно очень четко понимать, да, что он делает, как он делает. По нашему опыту наиболее эффективно, да, вот повышают свою компетентность педагоги, которые как минимум проучиваются по сочетанию модулей занятия и программа. Не понял занятия, никогда не разберется в программе. И эта составляющая, она также очень важна. К сожалению, вот по доп. Образованию детей мы в этом году, да, не очень такие вот позитивные результаты подвели по конкурсу профессиональному. Сердце отдаю детям, да, он был связан с тем, что, ну, вот как-то вот уровень, да, вот представленных занятий, он тоже вот формализуется, да, мы пытаемся все выехать на любимых каких-то наших приемах, которые были сформированы свыше 10 лет назад.
тогда действительно обучались, повышали квалификацию систематично, командами, да, регулярно. Но вот пора уже, да, двигаться дальше, уважаемые коллеги, поэтому, безусловно, те же самые дистанционные формы обучения, к сожалению, особенно, да, в таких свободных форматах, да, которые предполагают дополнительное образование, особого эффекта не дают. Итак, да, мы продолжаем вот вам представлять разные слайды с затруднениями, да, педагогических работников. То есть я их уже не называю. Вот. Ну и, собственно, известные вам моменты, да, связаны. И здесь у нас неоднократно, я напомню участникам наших мероприятий, связанных с аттестацией. Перед нами выступала, да, и уже неоднократно выступала замдиректора Эжвинского, да, Дворца творчества. Это муниципальная, да, образовательная организация, где она рассказывала о том, что они действительно, да, разработали программу развития профкомпетентности педагогов, они дали возможность, да, самим педагогам измерить и обозначить свои профессиональные дефициты, после чего была выявлена и была представлена программа вот такого профессионального развития. То есть иного не существует. Да, с точки зрения, да, профессионального развития достаточно придумать что-то новое. Да? Поэтому, уважаемые коллеги, все мероприятия, которые могут проводиться перед вами, формы работы, там, педсоветы, творческие группы, рабочие группы, временные, да, коллективы, работа над определенными темами. У нас вот на международном семинаре также вот выступал педагог из гимназии имени Пушкина, и педагог рассказывала, одна из участников тоже конкурса «Учитель года», Анна Александровна Иванова, она рассказывала о том, вот как происходит у них профессиональное развитие. И, знаете, вот так совершенно искренне, открыто называет основные факторы. Факторы она обозначает так. Она говорит о том, что у нас директор, да, занимается нашим профессиональным развитием. У нас директор сам проводит определенные занятия для нас. У нас на протяжении, да, каждого учебного года работают творческие группы, куда включены и молодые педагоги с наставниками. В рамках этой творческой группы берется, да, вот, определяется единая тема, заинтересовавшая всех участников этих групп. И есть такая замечательная возможность, да, когда вот в рамках этой темы каждый выходит, да, вот на свой уровень. Вот на тот уровень освоения этой, да, темы, который для него на сегодняшний день возможен, актуален, необходим. То есть вот обратите внимание, да, вот такие вот простые заходы и доказывают, да, что весь коллектив включен в процесс. Работает команда, причем эти творческие коллективы ежегодно меняются, есть ответственность друг перед другом, да, это продукты этой деятельности потом представляются, и, разумеется, вот такое развитие, оно происходит непрерывно. Итак, здесь идет связь с аттестацией, да, как основой методической работы с педагогами. То есть еще раз, да, вот обратите внимание, я еще раз вернусь вот к этому слайду, что мы видим, да, что есть направления методической работы как таковые. Но, безусловно, человек полимотивирован. Да, ему интересно, чтобы потом вот эти его усилия приводили к некому результату. И вот аттестация, как широкий процесс, от соответствия занимаемой должности и до определенной там, следующей квалификационной категории. То есть все это также может происходить и должно происходить. Не должна быть аттестация стрессом для педагога, если он определенную свою работу, определенную должностными обязанностями, он ее выполняет. Самое максимальное, что придется сделать, да, в год аттестации, ну, все-таки как-то обобщить части своей работы, да, связать их воедино. Да, и собрать там, в единую целостную систему, да, в единую целостную папку с оглавлением, да, вот, показать переходы от проблем к их решению, показать результативность и так далее.
То есть, еще раз, да, уважаемые коллеги, вот если мы все вот эти вот моменты, да, сейчас завершим, то мы видим, да, профессиональное развитие в образовательной организации, оно так или иначе должно быть связано с неформальной, неформализированной, не потому что кто-то, да, там из вышестоящих органов попросил, программой профессионального развития педкадров в образовательной организации. Это локальный акт. Да, это вот документ, да, над которым трудились лица заинтересованные. Созданию этого документа, да, предшествовала очень серьезная диагностика профессиональных потребностей педагогов, экспертная оценка и самооценка самих педагогов своих профессиональных дефицитов с фиксацией, с выведением в задачный ряд вот той самой программы. В идеале, конечно, анкетирование обучающихся и родителей. Это очень, да, серьезно, это стрессово для многих. Но вот если мы хотим серьезно за такие вещи взяться, да, то такие вещи, они действительно работают чрезвычайно интересно. Да, у нас есть независимая оценка качества образования, есть отклики на деятельность, да, образовательной организации, но тем не менее есть иные инструменты, которые позволяют как на субъективном уровне через сбор мнений, так и на объективном уровне через сумму экспертных оценок все-таки, да, определить, в чем проблема и куда нужно двигаться. Ну и, разумеется, в программе должны быть сформулированы, а этому, уважаемые коллеги, поверьте, нужно учиться, и мы в этом, как я выше сказала, еще раз убедились, измеряемые ожидаемые результаты. Вот есть проблема. Да, вот сейчас я попробую сделать вот такой кульбит небольшой, да, с вашего разрешения, я вернусь вот к тем проблемам, с которых я начинала в самом начале. То есть есть проблема. Уход от традиции обучения школьных команд. Вот вам, пожалуйста, задача. А чему будет обучаться школьная команда? Что у нас в школе наиболее сложно? Да? Дальше. Говорим мы о том, что есть стереотипное или ложное представление об аттестации. Вот, пожалуйста, задача разобраться в этом. Что это такое? Какие это дает возможности? Какова история, да, процедуры аттестации в Республике Коми? То есть я как минимум об этом говорила неоднократно. История не очень продуктивная, и сейчас ситуация поменялась, не все оказались к этому готовы. Но задача управленцев подготовить сознание педработников, да, к иному восприятию процессов, которые происходят. Задача повышения уровня методической деятельности образовательной организации, конкретизировать, в чем именно и на каком этапе. Да, как будем эту результативность измерять? Да, какая мотивация педагогов превалирует? Да, только ли на зарплату, либо все-таки на зарплату и хотим, да, в чем-то еще разобраться. То есть вот эти вот моменты. Дальше, вот мы предполагаем, да, что мы можем еще сказать, дистанционные формы повышения квалификации. Выявили дефициты педагогов, да, и зафиксировали, для кого достаточно обучения на дистанции, где и как, а для кого необходимо очное повышение квалификации. То есть это тоже, да, в программе развития мы должны определенным образом через этапы, шаги отразить. Другого нет, да, то есть и ваша задача вот тоже вот эти вещи проанализировать, продиагностировать. Итак, я возвращаюсь, да, вот к факторам, да, развития, называю их только некоторые из них, да, которые будут влиять на профессиональное развитие педагогов в образовательной организации. Вот вы знаете, я, наверное, еще к Сластёнину обращусь, да, хорошо известный вам автор, да, кто обучался на менеджменте, он занимался инновационными процессами в образовательных организациях. И вот в разном контексте он писал о личной заинтересованности, профессиональном развитии, да, педагогов, у руководителей, да, разного уровня. Руководитель должен быть лично в этом заинтересован. Нет в его системе ценностей этого приоритета. Вы можете написать массу программ развития, эффекта не будет. Обучение развитию школьных команд, да, об этом мы говорили. Аттестацию на соответствие занимаемой деятельности рассматриваем как часть, да, целостной системы аттестации в республике, но и при этом как часть методической работы. Да, вот по сути она может определить методическую работу. Дальше. Необходимо определить и внутри программ такого профессионального развития педагогов дифференцированный подход к повышению квалификации. Не могут, да, все одинаково.
И вот просто выбор модуля, который понравился и кажется, что нужен дистанционно, он не решит вопрос. Здесь необходим выбор между именно дистантом и очными формами. Потому что очень многие вещи заочно, коллеги, извините, не сформировать. Ведь обучение взрослого – это точно такое же выстраивание его умственных действий, да, развитие его мышления, как у школьников. То есть если это не происходит, то, соответственно, можно дистанционно обучаться хоть ежемесячно. Да? Помочь педагогу зачастую можно только вот глаза в глаза. Ну и, как вы понимаете, да, из этого вытекает персонифицированный подход к педагогу, да, к его профессиональному развитию. Уважаемые коллеги, ну у нас традиционно, мы северяне, я так понимаю, нет вопросов, да, Александр Михайлович? Угу. Я благодарю вас за внимание, как я говорила, да, это вот такое начало разговора в конце учебного года. Вам хорошего окончания этого года, да, и всяческих успехов.